Международная конференция «Кавказ в исторических процессах 20-21 веков» собрала немало ученых из России, Белоруссии и Южной Осетии. Историки из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Майкопа, Махачкалы, Владикавказа, Минска и Цхинвала подготовили интересные доклады, темы которых актуальны для всех республик Кавказа. Среди них восстановление национальной государственности карачаевского народа после возвращения из депортации 1943-1957 годов, Северный Кавказ и Тау-Арты, история социокультурных отношений абхазов и карачаевцев и другие. Главная тема конференции, конечно же, Отечественная война народа Абхазии. Анализ политической ситуации, сложившейся после развала СССР, историко-юридические причины войны, а также роль добровольцев и различных общественно-политических организаций в достижении цели в центре внимания ученых. Участников конференции приветствовал президент Рауль Хаджимба. Письмо главы государства зачитал заместитель руководителя администрации президента Гиви Габния. Мы будем всеми мерами способствовать расширению сотрудничества деятелей нашей отечественной науки с учеными ближнего и дальнего зарубежья. К нам приехали люди, обладающие уникальным исследовательским опытом, пользующиеся заслуженной репутацией в ведущих научных центрах России и за ее пределами. Уверен, что обмен мнениями и взглядами по различным проблемам кавказоведения и другим приоритетным направлениям развития современной науки даст дополнительный импульс вашим плодотворным творческим изысканиям. О праве народа на самоопределение, о политике двойных стандартов и о том, что необходимо для создания новых государств, говорил в своем докладе доктор исторических наук Аслан Авицба. Абхазия не стремилась к повышению своего статуса в рамках СССР в обход существовавших на тот момент политических законов и актов, считает ученый. Распад Советского Союза послужил появлению новых реалий. К моменту принятия Грузии в ООН она не имела государственно-правовых отношений с Абхазией. Следовательно, признание ООН Грузии в пределах границ бывшей Грузинской ССР было лишено правовых оснований. Но это обстоятельство тогда не могло быть объектом рассмотрения мировыми игроками. Кроме всеобщей эйфории по поводу исчезновения СССР, что способствовало параду признаний бывших его республик, здесь возымел действие и фактор Шеварднадзе. Многие политические деятели того времени поддерживали с ним дружеские отношения, что в подобных ситуациях имеет немаловажное значение. Во многом именно поддержка и признание международного сообщества подтолкнуло нелегитимное руководство Грузии к агрессии против Абхазии 14 августа 1992 года. Отечественная война народа Абхазии в 1992-1993 годах была развязана во многом из-за политики тогдашних руководителей России Бориса Ельцина и Андрея Козырева. Об этом и о том, как стало возможным признание Российской Федерации независимости Республики Абхазия, был доклад президента Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Владимира Захарова. В февральские дни 2007 года выступление президента Путина в Мюнхене стало для российской внешней политики поворотным моментом и источником переоценки ценностей в международных отношениях. С одной стороны, это прозвучало как необходимость признать право России проводить собственную независимую внешнюю политику в рамках международного права и уважение суверенных прав других государств, отказавшихся от соглашения с Западом политики, которую проводил Ельцин и тогдашний глава российского МИДа Козырев. Ну, вы все помните его появление здесь, и мне много рассказывали о том позоре, который произошел на набережной Сухума. Этот человек, по сути дела, предатель России. Конференция будет проходить 3 дня, в течение которых ученые будут работать в 4 секциях. Участники международного форума заслушают и обсудят более 70 докладов. Ирина Аршба, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.